Салют, пятничная республика! Свои эфирные минуты начинает информационно-развлекательная программа «Студия-11». И этот выпуск мы предлагаем провести в режиме усиленной подготовки. Нет, не пугайтесь, речь идет вовсе не о физических нагрузках. В ближайшее время мы будем готовить эмоциональную почву для грядущего уикенда. Поднимаем настроение до максимума и сохраним результат аж до понедельника. Ну что, друзья, начинаем? Тогда ловите анонс первой части нашего выпуска. Иной подход. Наша команда посетила Центр реабилитации для детей с особенностями здоровья. Холод активности не помеха. Расскажем, какие зимние виды спорта наиболее интересны жителям Республики Коми. Мерзнут даже телефоны. Что делать, чтобы мобильник не разряжался на морозе? С появлением ребенка жизнь взрослых неизбежно разделяется на «до» и «после». Впредь львиную долю своего внимания они уделяют ему. Родители очень хотят, чтобы их маленький человечек жил счастливо в гармонии с окружающим миром. Но есть среди мам и пап те, кому для достижения детского благополучия нужно прикладывать больше усилий. Речь о семьях, которые воспитывают ребенка с особенностями здоровья. Такому малышу нужна постоянная помощь. Активную поддержку родителям оказывают специальные центры реабилитации. В один из таких заглянула наша группа. Впервые за помощью в центр многодетная мама Светлана Осипова обратилась 5 лет назад. У старшего сына Виталика диагностировали задержку психического развития. Сразу же с мальчиком на дому начали работать нейропсихолог, логопед, дефектолог и репетитор, который подтягивал ребенка по школьным предметам. Со временем реабилитация понадобилась и двум младшим детям Светланы, Богдану и Дарине. И сегодня общение со специалистами проходит уже за пределами родных стен. В октябре прошлого года семейный центр наконец обзавелся собственным помещением. Помощь для мам. Вот как мы. Вот, например, для нас это вот сложно. Я не знаю, как с детьми заниматься. Например, он же плохо говорит у меня, например, и как я его научу хорошо разговаривать? Потому что я в этом не специалист. И для этого существуют такие центры. Когда этого помещения не было, нам, получается, приходили ко мне домой. Теперь нам дали помещение очень большое, и теперь мы сами сюда приезжаем и вот занимаются с моими детками. Примерно раз в неделю я сюда прихожу с детьми. Помещение семейному центру в 2022-м предоставила администрация Сыктывкара. Постоянное место пребывания позволило привлечь к работе новых специалистов. Сейчас социальная и педагогическая помощь для малышей доступна по 12 направлениям, куда входит работа с физическими и речевыми особенностями ребенка, налаживание коммуникации с внешним миром, улучшение развития и даже услуги социальной няни. Терапию по разным направлениям проводит Лидия Мухамедзянова. Больше всего дети любят аппликацию и рисунок. Творческий процесс здесь совмещают с обучением. Во время рисунка малыши отвечают на разные вопросы. Какого цвета снег или какие звуки издает кошка? Занимаясь арт-терапией, они расслабляются. Арт-терапия в основном у меня направлена на развитие моторики мелкой. Соответственно, это снижение тревожности, повышение самооценки, это развитие воображения, мышления, которое необходимо вообще для деток, тем более с особенностями. То же самое происходит и с прослушиванием музыки. Малыши пытаются различить звуки и соотнести их с определенными ситуациями, временем года или природным явлением. В следующем зале центра развивают физические навыки. В распоряжении различный спортивный инвентарь – батут, качели, обручи, а с недавнего времени еще и боча. Эту игру подарила Федерация бокса республики. За реабилитацию своих детей родители платят совсем небольшие деньги. Вырученная сумма идет на погашение коммунальных платежей. В остальном, говорит директор, благое дело помогает осуществлять грантовая поддержка. Сама идея и вообще все, что происходит, это, конечно, из моей личной истории, что у меня ребенок с аутизмом. Мы уже большие, нам 14 лет. Вот. И когда он родился, вы не знали, что делать? Я даже сразу-то, конечно, мы диагноз-то не знали. Мы установили диагноз ближе к 4 годам. Это достаточно поздно уже по современным меркам. Требовалась поддержка очень, очень серьезная. Сначала я училась на специализированном курсе для того, чтобы получить знания по работе с детьми, с особенностями. Потом вокруг меня образовалась команда людей, которые тоже близки и обладают знаниями определенными в коррекционной работе.
Центр не зря называется семейным. Поддержку здесь находят и родители. Взрослые собираются вместе, слушают друг друга, обмениваются советами и просто душевно проводят время. За годы работы центром достигнуты весомые результаты. Составлено минимум 14 индивидуальных программ сопровождения семей и проведена почти 1000 реабилитационных занятий. У каждого ребенка индивидуальные задачи, индивидуальный подход к каждому, у каждого свои потребности, так скажем, и свои дефициты. И мы уже подключаемся, смотрим, кому какие скомпоновать занятия, какую программу сформировать, чтобы она была оптимальной и максимально эффективной. Маленький шаг на пути большого развития. Его вместе с центром сделали уже 36 семей. И главная задача сейчас, делится Наталья Миронова, расширить возможности восстановительной работы, привлечь еще больше специалистов и добавить в перечень услуг новые направления реабилитации. А знаете ли вы, что лопата зимой может ассоциироваться еще и со спортом? Оказывается, в некоторых странах снегоуборочные приспособления активно применяют в гонках. Придумано такое развлечение было в 70-х годах работниками одного горнолыжного курорта. Чтобы быстрее попасть домой после трудового дня, они спускались к подножию горы на больших лопатах. К слову, сегодня Всемирный день зимних видов спорта. И кто, как не мы, северяне, можем порадоваться этому празднику. В студии 11 Михаил Дудников, человек, который отвечает за физическую культуру и спорт в Сыктывкаре. Михаил, добрый день. Добрый. Ну, Сыктывкар или вообще Республика Коми славится лыжниками. Даже лозунг такой, да, есть. Сыктывкаре значит лыжник, да. Вот как у нас развиваются лыжи? Популярно ли это сейчас среди молодежи, например? Лыжные гонки традиционно действительно очень популярны и во всей республике, в Сыктывкаре в частности. В 6 местах только на территории города у нас занимается спортшкола, 23 тренера по лыжным гонкам. Это самое большое количество среди спортивных школ городских. В 8 местах мы готовим лыжные трассы и для спортшкольников, и для населения города. С удовольствием многие тысячи горожан ежедневно выходят на лыжные трассы и катаются. Михаил, а какие есть еще интересности в плане зимних активностей? Ну, из традиционно зимних видов спорта у нас развивается и хоккей, причем и шайба, и мяч. По хоккею с мячом целая спортивная школа республиканская отдельно работает. Фигурное катание, конькобежный спорт, также республиканская спортивная школа. Горнолыжный склон у нас в городе, прямо в черте города существует. Так что на любой вкус. Сами занимаетесь спортом? На лыжах с удовольствием катаюсь. Молодое поколение, я так понимаю, прямо часто ходит, да, на тренировки? Ну, те, кто хотят заниматься действительно лыжами как видом спорта и осознанно выбирают этот вид спорта, очень тяжелый, к слову сказать, вид спорта, действительно занимаются очень упорно, очень много, регулярные успехи у наших лыжников на соревнованиях различного уровня. А так, лыжи для нас это традиция, это традиционный способ передвижения северян в зимнее время, которое у нас достаточно длительный период. Вот снег лежит там практически полгода в некоторых районах, поэтому любим, умеем, практикуем. Ну и летом, к слову, тоже лыжники не отдыхают, а занимаются на лыжи-роллеры, да, они встают. Ну, действительно, сейчас деление видов спорта на зимнее и летнее, оно весьма условно. Любой вид спорта стремится стать всесезонным, потому что если ты хочешь действительно серьезных успехов, серьезных результатов получить, ты должен заниматься практически круглый год. Какие еще привилегии есть, например, у молодого подрастающего поколения вот в плане бесплатных каких-то, может, тренировок, секций, вот именно в зимний период? В принципе, все виды спорта в наших бюджетных учреждениях, они бесплатные, что в республиканских, что в муниципальных. Вот. Конечно, ряд расходов родителя приходится нести там, на экипировку, на какие-то выезды на соревнования, потому что все сложно охватить. Да. Но сама база, тренеры, там, официальные выезды на соревнования, они абсолютно бесплатны для начинающих спортсменов. Вот нас сейчас смотрит вся республика. Что нужно сделать, например, родителям для того, чтобы их ребенок пошел в спорт? Например, в лыжи. Я считаю, что да, приучать ребенка к спорту, к физической культуре, скажем так, надо с самых малых лет, с детского садика, и стараться ему показать красоту различных видов спорта. И ребенок уже сам выберет, потому что дети все разные. Кто-то больше любит командные, игровые виды спорта, кто-то индивидуальные, наоборот. Кому-то в помещении, кому-то на улице нравится. Вот. И когда ребенок
все виды спорта посмотрит, он уже выберет то, что ему больше по душе. Потому что не столько важно, каким конкретно видом спорта ты занимаешься, сколько вообще заниматься. В общем, это про спорт, про силу и про красоту, верно? Про здоровье и про успешность в жизни, я бы так сказал. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости и все прям рассказали. Спасибо и вам. Мерзнут не только люди, но и гаджеты. Замечали ли вы, что зимой телефон разряжается намного быстрее? Причина в химических процессах, которые происходят внутри смартфона. При отрицательных температурах они начинают, мягко говоря, тормозить. Что же делать, чтобы минимизировать морозное оцепенение гаджета? Во-первых, перед выходом на улицу зарядите свой телефон, чтобы увеличить время его работы. Во-вторых, храните смартфон во внутреннем кармане куртки и не кладите его в сумку. Аксессуары охлаждаются так же быстро, как и техника. В-третьих, наденьте на телефон чехол, чтобы он медленнее охлаждался. И ни в коем случае не заряжайте гаджет на морозе с помощью внешнего аккумулятора. Это может легко вызвать поломку мобильника. И вот мы ровно на полпути нашего телепутешествия. Студия 11 вернется на ваши экраны через пару мгновений. Не переключайтесь. В эфире «Студия 11», и мы заряжены на информационно-развлекательный марафон историй. О главных темах второй части выпуска узнаем из анонса. Перенимаем опыт. Вика Палкина расскажет о поддержке молодых педагогов. Мама в ресурсе. Как предпочитают восстанавливать силы родители? Покорители неба. Северин Арпа покажет музей гражданской авиации Коми. Объявленный президентом страны Год педагога и наставника прежде всего привлекает внимание к профессии учителя. Наши школы ждут молодых педагогов. Во многом их успех зависит от поддержки более опытных коллег. Вера Геннадьевна Кретова из Сысольского района всегда готова помочь новичкам. Она уверена, что искренняя любовь к детям поможет преодолеть все сложности. А посмотрите, а последнего вопроса ответа нету, да? Уже больше 40 лет она верна профессии учитель. Она тот самый истинный филолог, который влюблен в творчество Достоевского и Толстого. Работает в специальной коррекционной школе-интернате деревни Горьковская, что в Сысольском районе. И очень рада, что за последние годы коллектив очень обновился. Молодые талантливые педагоги порой удивляют своей энергией. Им нужна поддержка, наверное, ветеранов своим опытом, которые могут поделиться. Вот наставничество ведь раньше очень было распространено. Сейчас вот как-то подзабылось. Но если сейчас включается, это очень хорошо для молодых педагогов. В 1979-м Вера Геннадьевна получила диплом Коми Государственного педагогического института. Тогда вслед за мамой профессию учитель выбрала и она, и еще две родных сестры. Старшая Вера, не задумываясь, пошла на филфак. За все эти годы ни разу не пожалела о своем выборе. Как была любовь к детям, самое главное, да, понимать их, сочувствовать им, в чем-то помогать им, вот это и осталось. И мне кажется, те учащиеся, которые у меня были раньше, мы с ними поддерживаем отношения, это была массовая школа, мы дружим с ними, встречаемся, мы узнаем о друг друге, вот семейная жизнь у них какова сложилась. Да? Профессия учителя требует каждодневной самоотдачи. Школа не приемлет слабости, безинициативности, пассивности. Наверное, поэтому педагогов зачастую сравнивают с неиссякаемыми источниками, от которых зарождаются сотни детских сердец. Приемные мамы Сыктывкара прошли тотальную перезагрузку. 3 недели женщины вырабатывали полезные привычки, учились любить и ценить себя. Завершился марафон фотосъемкой в красивых платьях. Что больше всего понравилось приемным мамам, прямо сейчас расскажет одна из участниц программы – Светлана Мезенцева. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Вы прекрасно выглядите сегодня. Спасибо. Как вот шла у вас программа? Вот интересна ли она была вам? Да, мы, приемные мамы, всегда за чего-то нового, да, чтобы разнообразить, что-то новое себе привнести. И мы вот с этой идеей очень даже обрадовались и обговорили и соединились. У нас было вот 11 мам. У нас проходили разные мероприятия. Вот в чем была суть перезагрузки, вот конкретно, поэтапно, если? Выполняли задания. Ежедневное задание. Для всех мам давали задания. Элементарные, да, погулять, ванну с солью принять, сходить в сауну, в баню,
кому На какие спорт, предпочтения. Бег, разминки, и желательно на свежем воздухе. Иногда мы подключали это и детей, да, и детям было интересно. Круто. Иногда сами ходили на массаж. Плюс у нас еще были занятия с психологами, индивидуальные и тренинговые вместе с группами. Также мы посещали занятия на равных. И азбука семьи там еще происходит. Каждую неделю, в общем, куда-то вот так выбирались. Ну, то есть полностью работали через тело, через психологию, да? И чтобы, естественно, не полениться, да, то есть это надо было написать пост, да, и поделиться, что ты сделал сегодня. Вот я знаю, что вы лично вырабатывали для себя какие-то новые привычки. Поделитесь, вот какие привычки, и удалось ли их вот сейчас? Понятно, что проект закончился, ну, перезагрузка, да? А жизнь-то дальше идет? Привычка гулять, да. Иногда вот времени не хватало, я многодетная мама, и поэтому, ну, дети, дом, да, как-то все бежишь, а вот теперь вот стараешься обязательно. Даже если надо идти с садика, мы идем не спеша, прогулялись, подышали свежим воздухом, или наоборот, с ребенком быстрым темпом, да, то есть вот в зависимости там от настроения, от усталости. Плюс обязательно посвящать время себе. Вот научились прям все бросить и вот полчаса уделить себе времени, да, набрать ванну или с теми же мамами пойти в сауну. Вот мы по понедельникам в основном теперь там собираемся. Вот, пожалуйста, полезные привычки. Светлана, ну проект завершился, я вас поздравляю. Вот как бы вы сейчас ответили на такой вопрос? Что значит приемной маме любить и ценить себя? Вот во-первых, очередь, да. это надо маме себя чувствовать. Мама должна понимать свое настроение, да, свою физическую усталость вовремя и реагировать на это, да, отдохнуть, да, как-то подпитать свой ресурс. Вот это все и нас учило, чтобы мы могли контролировать себя. Изменилось что-то вот в семье, например, после этой программы? Да, конечно, изменилось. Благодаря лекциям, там, да, которые мы слушали, прорабатывали свои психологические травмы с психологом, благодаря физическим нагрузкам, да, всего этому, во-первых, дети стали брать пример. Детям стало как-то интереснее, у нас стало много тем для общения, для чего это, что надо. Во-вторых, когда ты на ресурсе, ты спокойнее, веселее, открытие, да, счастливее, и поэтому дети тянутся. Пришли к выводу, мы все мамы, что надо начать себя любить, работать над собой, да, и детей-то не воспитывать, они сами на примере мам вот так подтянутся. Это вот просто замечательный проект. Это идет к проекту «Ресурсная мама», которая существует по гранту, да, от главы Республики Коми. Очень благодарны этому проекту. И мы собираемся дальше продолжать. В общем, не останавливайтесь. Конечно. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Наша беседа подошла к концу. Спасибо вам. 40 лет отметил музей гражданской авиации Коми. Его создатель Валентин Михайлович Шульгин годами собирал огромную коллекцию, которая рассказывает о становлении и развитии воздушного флота нашей республики. Мы заглянули туда на днях. Сотни экспонатов, тысячи фотографий, личные вещи пилотов. Уникальная коллекция, посвященная истории гражданской авиации Коми. Вот фотографии первого самолета, который прилетел еще в Усть-Сысольск. В далеком 1925 году на Сысолу возле столицы Коми приводнился гидроплан. Это было сделано в рамках агитационного полета под названием «Смычка города с деревней». Это событие, по сути, стало зарождением Коми-авиации. А это уже кадры ювелирной работы ухтинских вертолетчиков по подъему вышки под руководством Геннадия Мальцева, за которую он получил государственную премию Советского Союза. По словам Валентина Михайловича, в тот период истории, это 60-е годы, авиация в Коми развивалась бурными темпами. У нас 60-е годы. Каждую весну приходило по 70 человек авиаспециалистов, и летчиков, штурманов и так далее, и так далее. И тоже авиаспециалисты, которые на земле работали. Вот. Мы, в общем-то, в Министерстве гражданской авиации, Коми-авиация, ценилась. Мы были в 5 управлений вот, по транспортной и в 3 по вертолетной авиации. И авиация развивалась, и люди, летный состав приходил, и наземный состав приходил. Ведь я вот пришел в аэропорт,
не было ни одного кирпичного здания, за исключением мастерских для ремонта самолетов по 2. Ни полосы, ничего не было. И вот республика очень помогала, и Министерство гражданской авиации, чтобы создать на севере, авиацию, гражданскую авиацию. Без авиации, по словам создателя музея, республика не получила бы должного развития. Гигантские просторы, покрытые лесом, полное бездорожье, и кто, как ни крылатые машины, могли связать города и населенные пункты. Строились аэропорты и взлетные полосы, много внимания уделялось подготовке своих летных кадров. Правительство и страны, и республики стали уделять внимание подготовке кадров, летных и технических кадров. Был построен учебный центр, общежитие было построено. И вообще не отставали мы от стройки. Детских садов только было построено 4, северные условия. Они учат людей вниманию, дисциплине. Летный состав, технический состав Коми-авиации очень ценился. Достаточно сказать, что выходец из Коми-авиации Владимир Федорушкин одно время был командиром специального летного отряда России, который отвечает за перевозку первых лиц страны. В запасе у Валентина Михайловича много самых разных историй, в том числе и про нештатные ситуации. Вылетал самолет с Сыктывкара на Ухту. При подлете на Ухту, перестали выпускаться шасси. Они там покружились, сообщили в Сыктывкар, так и так, и полетели, вернулись сюда, в Сыктывкар. Здесь еще вырабатывали горючее, и дальше было принято решение, консилиум тут был, посадить самолет на фюзеляж. И вот посадили благополучно на фюзеляж. Командир был награжден орденом Октябрьской революции, экипаж медалями. Вот такие люди у нас работали в северной авиации. Здесь, в музее, за каждой фотографией необычная судьба, за каждым экспонатом интересная история. Есть даже настоящий автограф Юрия Гагарина и фото первого коми-летчика Петра Истомина, имя которого носит Сыктывкарский аэропорт. Каждому, кто влюблен в небо и хочет связать свою жизнь с авиацией, мы советуем посетить этот уникальный музей, чтобы прикоснуться к истории нашего воздушного флота. Наших сюжетов, как и хорошего, много не бывает. Но мы стараемся максимально наполнить ими наш эфир. И вот очередной увлекательный материал в копилку вашего дня. Сегодня, 10 февраля, Сыктывкарская епархия проводит в столице Коми первые зырянские патриотические чтения. И на эту тему мы прямо сейчас пообщаемся с отцом Филиппом. Здравствуйте. Здравствуйте, доброго дня всем. Для начала расскажите, пожалуйста, что они из себя представляют, эти чтения, в какой форме будут проходить и кто будет в них участвовать. Чтения они проходят в форме докладов, обсуждения их, принимается резолюция. То есть это такая традиционная форма, но задача, чтобы в такой более свободной форме, не в форме конференции, а такого общения и преподнесения информации, может быть, даже на каком-то эмоциональном уровне. Пригласили к участию и старшеклассников, и студентов, и старшее поколение. И вот когда это будет звучать из уст подростков, я думаю, что мы будем надеяться, что у нас есть будущее, что дети-патриоты, они смогут сохранить нашу Россию. Поэтому будут представлены доклады как о героях уже прославленных Великой Отечественной войны, героях локальных войн, которые уже прошли на территории России. И также мы решили коснуться подвига женщин, как в военное время, так и в послевоенное время. Там будут представлены и патриотические песни, и будут представлены видеоряд
интересны. Я думаю, что они будут полезны, интересны и, наверное, даже не скучными, а информативными очень для всех участников. Почему целевой аудиторией чтений стала все-таки молодежь? Ну, сам проект, вот, который мы начали в дни празднования республики, «Коми. Земля рождающих героев», он направлен как раз на патриотическое воспитание детей и подростков. Именно на эту аудиторию мы больше рассчитываем, потому что сейчас на них направлены наши взоры. Надеемся, что они действительно будут действительно достойным продолжателем дела дедов, прадедов и отцов. Как вы уже сказали, да, действительно, на протяжении года Сыктывкарская епархия реализует проект по нравственному и духовному воспитанию молодого поколения, да, нашей республики. И каких результатов вы уже достигли? Чему молодежь учится, какими чувствами проникается и что уносит за собой после вот этих встреч? Ну, вы знаете, дети ведь очень проникаются этими рассказами о том, что происходит. Мы сейчас провели интересно в воскресных школах такую акцию «Письмо защитнику Отечества». Так вот, дети, они с огромным интересом в наших воскресных школах написали письма защитникам, они их оформили рисунками. Кроме того, они еще и помимо этого задания, которое мы рассчитывали только на письма, они приготовили там сгущенное молоко, разрисовали, там с пожеланиями на баночке, сделали мягкие игрушки, они печенье собрали, чтобы вот как-то свои детские чувства, свою любовь подарить защитнику, чтобы они согрелись. Вот результат, и дети воспринимают это очень хорошо. Патриотические чтения, которые проводятся сегодня, прийти на них может кто-то или они чисто вот для участников? Нет, пожалуйста, у нас вход открыт, любой может прийти, послушать доклады, может быть, даже задать какие-то вопросы. Спасибо большое, отец Филипп, за эту информацию. Желаем вам удачи в сегодняшних чтениях, ну и, конечно, о ваших дальнейших начинаниях тоже. Слава Божию, и всех с Днем Собора Коми Святых, конечно, поздравляю. Это очень важный праздник для всех нас. И это все, о чем мы успеваем рассказать сегодня. Студия 11 желает вам отличных выходных и, конечно, спокойного завершения этой пятницы. До встречи уже в новой неделе. Пока-пока.